Эмомали Рахмон в ближайшие дни посетит Астану. Президент Беларуси сегодня прилетит с официальным двухдневным визитом в Таджикистан. На территории Таджикистана стартовали совместные учения «Рубеж-2022». Кыргызские военные не примут участие в совместных учениях ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане. Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12-13 октября посетит Астану, где примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщили в пресс-службе президента. На саммите СВМДА планируется участие 11 глав государств, 1 вице-президент, 1 заместитель председателя и 5 министров, отмечает МИД Казахстана. Главы России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Турции и Узбекистана встретятся по председательством президента Казахстана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также он проведет серию двухсторонних встреч, об этом сообщает РИА Новости. Также на переговоры прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко, являющийся государственным наблюдателем СВМДА. Сегодня его ждут в Душанбе. Президент Беларуси сегодня, как ожидается, прилетит с официальным двухдневным визитом в Таджикистан. Об этом сообщает его пресс-служба. В Душанбе Александр Лукашенко планирует провести переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составом с участием членов делегации. Отмечается, что стороны обсудят расширение сотрудничества прежде всего в торгово-экономической сфере, реализации текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов. Во второй день визита Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч. Одновременно с официальным визитом президента в Душанбе пройдет Таджикско-инвестиционный форум, организованная экспозиция белорусских производителей «Made in Belarus». По окончании официального визита в Таджикистан Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в 6-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ. На территории Таджикистана в период с 10 по 21 октября проводятся совместные учения «Рубеж-2022» с коллективами силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона. Об этом сообщает секретариат ОДКБ. Тема учений – подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства, члена ОДКБ. Активная фаза учения состоится на полигоне Харп-Майдун с 17 по 21 октября. В учениях примут участие воинские контингенты государств, членов Центральноазиатского региона ОДКБ, оперативной группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, рассказали в пресс-центре. Планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Кыргызские военные не примут участие в совместных учениях ОДКБ «Рубеж-2022» в Таджикистане. Об этом сообщает 24.кг со ссылкой на Министерство обороны Кыргызской Республики. Уточняется, что изначально оборонное ведомство не планировало участие в этом мероприятии, других причин не названо. Между тем, посол Киргизии в Российской Федерации Гульнара Клара Самат была приглашена накануне в МИД России, как предполагается, в связи с отказом Кыргызской Республики провести учения ОДКБ на своей территории. В ходе встречи состоялся откровенный разговор об актуальных вопросах двухсторонних отношений, взаимодействия в ОДКБ, предстоящих контактах на высоком и высшем уровнях, в том числе на площадках СНГ, СВМДА, а также в рамках саммита «Центральная Азия плюс Российская Федерация». Была подтверждена приверженность сторон союзническому характеру отношений между Россией и Кыргызской Республикой, актуальность чего возрастает в условиях сегодняшней непростой геополитической обстановки, сообщает МИД России.
Посольство Казахстана в Киеве выпустило обращение к своим гражданам в свете ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины. Ведомство призвало казахстанцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и по возможности покинуть страну. В связи с участившимися нападениями на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей территории Украины, посольство Республики Казахстан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а находящиеся в стране не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в бомбоубежищах, сказано в обращении посольства Казахстана в Телеграм. Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выпустило посольство США.